Satışının bittiğinde özünüken maqtal degan ayber var. Yeter vaqtni aytam, silagan 10% qabul etdilar, biroq shu qaragan 50% qabul etdilar, tutulishasa 90% qalan. Onun için bugungi kunda bizning kukuruz yildan yil ustaramiz, shumaramiz deganday, ham endi o'ngishamiz. Birinchidan qaysi seminarlar nindi o'ngishlar beradilar, nindi kompaniya nindi narsa sota. Endi mana bizning bunda bu qirliqda PMK xo'jaligi segment kompaniyasi bilan polностью доверие etib bergan. Endi bu chimni qarish tugul, butun chimni qarab chiqib, o'zingizning so'zlaringizni aytirsiz. Ham endi sizga o'ngishlar bo'lsa bizniki bular. Biringiz o'ngishib, botur etib yashirga yazsin. Eglayin ko'rga yazsin. Bizdan baxit endi bu yil tabiat chaqarish, endi bo'luvdan bir ketmin bo'luvda, kukuruzdan bo'luvda. O'zgan yil biribizda maqtanmadik. Bu yil biribizda maqtanamiz endi. Dunyo qurgan ko'p. Shuning uchun shu bo'lish tabiat shartlari, ishlaganniki bor endi bu yil. Kim mana texnologiyani birinchidan oshlanmasin, защитаны durust etishgan ishlarning. Endi ko'rasiz, eketda kerak qaysi qirlar endi respublika bo'yicha bilasiz, endi zo'r o'ngishlar bo'lganlarini bir tek bo'yicha da ko'rinasa iblarimiz ko'p. Ham endi mana ko'p bo'yicha da. Onun için sizga maqtanadigan ovozingiz bor. Спасибо. Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, тоже пару вступительных. Дорогие коллеги, мы рады приветствовать вас на наших полях. Это наш дебют. В первый год попробовали посеять кукурузу. Приглашаем вас оценить результат. Он достигнут во многом благодаря правильной работе консультантов компании Сингента. И самые важные слова, которые мне очень хочется перед вами произнести, это слова огромной благодарности Рамилю Фирдусовичу, директору агрофирмы «Актаныш», который вдохновил нас на все, на это. 99% всего этого – это его консультации. Спасибо большое. В году мы планируем завести в России 410 тысяч посевных, это где-то 10% от всей площади России. И здесь важный момент, у нас в этом году будет аллокационная поставка семян. Тот регион, который больше создаст заявок и спроса на семена, он больше получит их. И вот здесь, пользуясь случаем, хотел сказать, что присутствуют наши дистрибьюторы, Рамиль Раисович, Казань Агрохимсервис и Агротрейд-сервис. Вот. Также у нас есть и другие дистрибьюторы, мы этот перечень обязательно вам предоставим, то есть с кем комфортно и по условиям работать, через них поставки проходят. Вот. Касательно еще поставок, заявка сейчас будет формироваться с помощью программы CropWise. Сингента стала очень цифровой компанией, у нас много различных сервисов, помогающих обеспечивать и качественный контроль за полями и прогнозирование вовремя сроки уборки. То есть заявка составляется по оцифровке ваших полей и уже рекомендует, на какое поле какой гибрид разместить. Дальше мы подключаем, то есть за пользование наших продуктов, систему Кропия. У нас онлайн поддержка по этой системе. Здесь также присутствует специалист по CropWise, Нигматульный Гузель, может ручку, вот она сделала регистрацию, ко всем подходила. Вот, это очень удобный сервис, позволяет, то есть по полям делать скаутинг, замечания и так далее. Блокнот агронома и руководителя, и тех хозяйств, которые уже подключили его, от этого не могут отказаться, особенно крупные холдинги, которые уже перешли на полный функционал. Вот. Также от 50 посевных единиц, приобретая нашу продукцию, идет сертификат подарочной скидки, то есть это больше стимулирует тоже к приобретению. У нас есть прайс-листы, которые уже вышли. На стол мы их не положили, Тимур, да?
Ну, после мероприятия можете подойти, вот где блокноты лежали, там есть прайс-листы, и можете уже как бы по ценам подготовить. Но я предлагаю начать осмотр гибридов наших. Мы подобрали, получается, на этой делянке. Здесь планировалось внутреннее демо для хозяйства. Вот, но результат налицо, так скажем. Как вы видели в приглашениях, мы поставили для себя амбициозную задачу убрать 700 центнеров в силосе. Для первого года в хозяйстве, я думаю, мы оправдали ожидания руководства и коллег. Вот, и хотим предоставить, ну, продемонстрировать, да, данные наши. Вот, так как у нас в хозяйстве был гибрид Талисман, он находится в производственных посевах, я хотел начать с него. То есть он вот на соседнем поле убирается, но сейчас мы гектарную площадь еще не рассчитали, но это уже порядка 650 центнеров он у нас как бы идет сейчас. И крахмал сегодня замерили 29,9 сейчас он вот составляет. То есть все наши гибриды адаптированы, как я сказал, к нашему региону, они достаточно ранние, то есть Талисман 180, самый ранний наш гибрид, очень интенсивный. Большая часть гибридов это кремнисто-зубовидное зерно, соответственно выдерживают холода, хорошо стартуют. Талисман, так как интенсивный, хорошо отзывается на минеральный фон удобрения, то есть это гибрид, который можно накормить и получить с него максимум урожайности. Также хорошо вызревает. Если из результатов прошлых лет буду много ссылаться на агрофирму Актаныш, мы в ней большую часть получаем, как бы максимально открываем потенциал. Это 140 центнеров мы убирали на зерно в 2020 году. Правильно? Было? Было, да. Как бы преувеличивать не стараемся, но вот по норме, да, здесь сейчас выдержана норма 78 тысяч. Сеяли мы 75. Сеяли 85, сейчас к уборке у нас вот осталось 78-80. Вот. Также Талисман обладает Stay Green технологией, то есть сохраняет максимум зеленые листья до уборки. Вот. Дальше я хотел перейти на, вот, обратить внимание на гибрид Абиларда. Это новинка этого года, это улучшенный Талисман, чуть более поздний фау, но это не ощущается как бы в поле сильно, это максимум недели, да. И Абиларда, он уже, ну, более, так скажем, улучшенная генетика, у него более сильная холодостойкость. То есть максимальный потенциал урожайности, быстрый очень старт, хорошая озерненность. То есть все початки хорошо сформированы, да, зерно. То есть вы можете, да, кто подойти, посмотреть, потрогать. Вот видно, что они стандартного размера, то есть на одном уровне расположены. И вот видно, что даже нижние самые листья все еще продолжают быть зелеными. И что можно делать там, ну, минимум средств, да? Самый минимальный срок. Так. Также у него хорошая устойчивость к заболеваниям. Это и пузырчатая головня, и другие заболевания. У нас очень, так скажем, сжатые сегодня мероприятия. У нас всего 1,5 часа времени, поэтому я постараюсь быстро и обо всем, да? Вот. Также характеристика, ну, отдельная черта, это эректоидные листья. Это вот дальше мы пройдем, об этом поговорим больше на ротанках. Они направлены вверх, характерно выдаются в поле. То есть наши гибриды очень хорошо различить в поле. У них листья направлены вверх, что позволяет делать загущение. Если какие-то вопросы возникают по ходу мероприятия, вы можете меня перебивать, задавать, и мы будем так в дискуссии идти дальше. Вот. Абиларда более не интенсивную технологию, так скажем, да. В любом случае, покормите вы его или нет, этот гибрид даст вам хорошую урожайность. Вот. Подходит, как я сказал, к любым технологиям.
конек его это стабильность, проходимый гибрид, как вот бульдозер, так скажем, да, который в любых типах почв всегда вызревает, всегда показывает результат. Ну и очень быстрый старт и раннее развитие. По урожайности агрофирма Таныш тоже в 2020 году получила 900 центнеров с гектара. Крахмалом 30. Также промежуточного типа интенсивности хорошо отзывается как на минеральный фон удобрения, так и ведет себя хорошо в условиях бедных почв. Отличительная черта, я не знаю, этого гибрида, это самый максимальный размер початка, наверное, находится именно у этого гибрида. У него очень хорошая сбалансированность зеленой массы и сухого вещества. Растение Sty Green хорошая перевариваемость. То есть вот ближе к большему ФАО, дальше у нас будет еще один 230, эти гибриды больше адаптированы на силос. У них меньше содержания лигнина в растении, что позволяет как бы лучшему перевариванию и перевариванию клетчатки, в том числе сохраняет энергетическую ценность. Вот. Этот гибрид мы загущать не рекомендуем, поэтому оптимальная норма на силос это 80 тысяч, на зерно там, от 75 там, и выше. Да? Вот. 210 ФАО, в принципе, этот гибрид, он больше кремнисто-зубовидного типа, ближе к зубовидному. И сейчас мы будем наблюдать вот такие, ну, уже в початке появления, формирования зуба. Чаще всего этот гибрид 18-рядный, очень тонкая стержень и продолговатое зерно. Соответственно вот характер кремнистого зерна позволяет ему хорошо адаптироваться в ранние сроки сева и в поздние сроки сева. А зубовидная часть зерна, она дает ему характеристику быстро отдавать влагу. То есть 210 ФАО бояться здесь не стоит на этой территории. Но также вот у него есть небольшой отлив красного оттенка. Если хозяйства, у которых птицефермы или там, которые кормят птицу, очень хорошие желтые получаются желтки. То есть вот за счет вот этих вот красных пептидов, там, так скажем, они хороший желток получается. Это вот одна из характеристик. Поэтому также можете как бы ознакомиться, да, подойти еще, посмотреть, действительно початок внушительный. И в принципе, вот так, в принципе, что еще можно добавить? Вот так, 100 грамм. Средняя 250, поэтому Средний Конкретно, 200 чтобы считать. биологию высчитать, надо нам 14 метров измерить. Каждое растение Ребята, срезать, смотрите, я измельчить и извиняюсь. взвесить. Вот Режьте, 40 сантиметров оставляете, 200 отможете. 40 сантиметров оставляете. 40? Ну, 40 положено оставлять. И вот здесь 600 сантиметров не будет никогда. у нас здесь руководители хозяйства присутствуют. 860. Вот 860 на 80 умножайте. 60 должно быть. Сколько получается? Сколько? 860 умножаем на 8. Ну, у вас же здесь не 80 тысяч растений. Вот мы считаем 680, 68 тонн. Ну, 80 тысяч здесь. Ну, почти пустоты 2 нет. почти. Ну давайте киньте 70. рулетку. Мы вчера считали здесь от 78 до 80 тысяч, Вот. так как мы сеяли 85. 78 умножаешь, Вот. получается у Ну, вас. в принципе, вы 50 видите тонн. здесь все своими глазами. Мы никого обманывать, заблуждение вводить не хотели. Вот соседнее поле, вот это поле, которое убирали до этого, в зачете с 700 показало. Сейчас поле Талисман, которое находится через дорогу. Влажность сейчас, Марат, Важно, сколько было?
Әлі молочный бастауы да. Әлі біз бір атына күтешек. 72% уже он потечет. Нет, мы же еще на сегодняшний день не убираем. Мы эту неделю еще будем ждать. У нас еще 1,5 недели плюсовая температура днем и ночью. Тут самая фишка в чем? Я уж по-русски скажу. Вот он сегодняшний день Марат убирает поле. Сегодня были заморозки. Нижнее поле зацепило. Он край убрал, круг прошел, все, внутри она зеленая стоит, она вегетирует. Понимаете? Мороз не проходит туда. У него тем более карбамин засеян, у него сахара много, он выдерживает до -2, -3. Спокойно, морозы. Алло, усе вегетирует его. Сколько применяли? Давайте мы Сейчас еще я эту да, по технологию технологии, по этот гибрид, вот Stay Green технологии, максимум, то есть зеленый аппарат, зеленую массу сохраняет максимум долго, то есть хорошая очень перевариваемость, энергия отдачи. У нас как бы цель здесь не только собрать максимум, да, урожая, но чтобы это было эффективный, хороший корм. Вот гибрид Invictus этому очень хорошо поспособствует. Посмотрите, мне кажется, это красавец. Эректоидные листья, очень компактное растение, способен выдерживать также загущение. Очень похож на початок Телиаса, тоже есть зубовидные проявления типа зерна, то есть хорошая влагоотдача. Хорошо подходит, то есть вот в конце, на последних этапах хорошо отдает влагу. Позволяет гибко подходить к срокам сева, сохранять энергию кормовой массы, низкое содержание лигнина, перевариваемость клетчатки и устойчивость к полиганию. Также имеет хорошую устойчивость к болезни. Вот, норму рекомендуем 85 тысяч. Вот, очень рослые растения, початок тоже как бы всегда хорошо озернен, имеет как бы правильную форму. Чаще всего это 14-16 рядов, то есть крупное зерно. Да, из-за того, что он силусный гибрид, его нежелательно оставлять на карнаш или на зерно, потому что у него меньшее количество лигнина, и она полиганию поддается из-за этого. Он только чисто силусный гибрид. Ну вот вам просто технология Stay Green позволяет сдвинуть сроки сева, да? То есть сроки уборки. То есть можно его и раньше убрать, можно убрать позже, и потери, то есть зеленой массы не будет такой значительной, потому что листья чаще всего остаются до последнего зелеными. Вот. По опыту показывает то, что один из самых гибридов, который можно сеять ранним сроком, который ранним для весенним заморозком. Из-за этого на следующий год мы будем увеличивать в республике объемы, там в хозяйствах по 50, по 100 гектар будем сеять и будем испытывать уже ранним севом, средним севом и как лучше себя будет показывать в нашей республике, в нашей агрофирме. Да. Ну, в этом году, там, в заключении, да, мы 15 тысяч гектаров посеяли кукурузы на разных территориях Татарстана. В этом году мы, конечно, планируем увеличиться, и не без помощи вашего доверия к нам. Как бы находимся всегда в полях, вот, оказываем содействие как в цифровых в плане сервиса, так и по доставке и настройке сеялки, если это необходимо. Поэтому мы всегда открыты. Здесь около каждого гибрида есть QR-код. У каждого сейчас современные телефоны и есть сканеры, которые вы можете навести, и сразу же вам выдастся карточка гибрида с рекомендациями, с его преимуществами, особенностями. Это очень просто сделать. Также на каждой табличке наши координаты, фотографируйте и как бы звоните, обращайтесь. Сейчас работает компания Сингент, менеджер по продажам семян и технический консультант, ну как бы сопровождение, агросопровождение по и подсолнечникам. На самом деле, с чего мы начинаем всегда? Мы знаем, на следующий год знаем то, что в каком поле у нас будет кукуруза. У нас самое первое, что почвенная обработка. И мы, получается, как думаем, как его обработать. И
по моему опыту я вам советую обработать щезелеванием. Многие говорят, что это, когда мы работаем с щезелем, многие сталкиваются в наших краях с чем? Это, то, что многих слоев вот, здесь тоже в некоторых полях попадалось. Самый основной. Это сантиметров 20, мощный слой, плотная подошва, тут стоит, и тут глина идет, полностью глина. И все говорят, что смысл у него глину щезелевать. У нас щезелевание, основной принцип уже с этого, диггеры, все щезели работают как? У нас 70% остается наверху растительных остатков, 30% уходит вниз. За счет этого через 5 лет, если мы будем обрабатывать его на 35 сантиметров, вот эта глина уже формируется в структуру и уже будет, как бы сказать, уже среда питания будет для растений. Плодородная. Плодородная, да. Пригодная для использования. И самое главное для кукурузы, что мы уходим от плужной подошвы. Здесь тоже вот осенью была обработана спахана земля 24-25 сантиметров. Мы приезжали, смотрели, у нас была плужная подошва сантиметров 1,5-2 сантиметра. И кукуруза один момент просто начала расти и встала. И она дня 4-5, вот Марат мне не даст соврать, мы смотрели, она пробивала плужную подошву просто. Она за счет этого остановила. А когда уже плужную подошву она пробила, она уже стартанула. Мы обработали щезелем. И желательно это поздние сроки, потому что, чтобы зарыхлить землю, где-то после 15 сентября, так скажем, желательно обработать. Второй элемент, самый главный, всегда говорят, что это что-то новое, это хорошо забытое старое. И это вот действительно снегозадержание. Что дает снегозадержание? Мы накапливаем снег сверху. И не только влага, не только дополнительную влагу. У нас еще после 70 сантиметров, у нас вот бывают же года, когда мы понимаем, что в феврале, например, у нас заморозки были, земля промерзла в ноябре, в декабре, а в феврале, в марте замечаем что у нас земля отмерзла. Вот из-за того, что толстые слои снега, земля отмерзает, и когда уже снег тает, полностью влага впитывается в почву. И впитывается от 70 миллиметров дополнительной влаги получается в почве. 70 миллиметров. У нас 70 миллиметров дополнительной влаги. У нас некоторые года за июнь, июль, август у нас не выпадает столько осадков. Бывает же такое. Ну, не в этом году. Не в этом году. Сейчас обработали снегозадержание, и за счет того, что еще мы следы делаем, вода никуда не уходит. Она как бы на эти буи ударяется и впитывается 100% в землю. И многие говорят, что вот впиталась в землю вода, и говорят, на баранование, на задержку влаги невозможно зайти. Но по своему опыту даже могу сказать, вот когда вы почву обрабатываете дискатором только, вы на это поле весной зайдете в самую последнюю на баранование. Да, потому что влага стоит, плужную подошву пробить не может, и влага никуда не девается. А внизу, если капнуть, там влаги нет. Пошли дальше. Поэтому чизель. Да, чизель, снегозадержание. Тут, говорю же, элементарно все, тут нового ничего нет. Как там Марат говорил, святой водой поливать не надо. На чем я остановился? Дальше пошли. Влагозадержание. Снегозадержание было. Сейчас весной земля открылась, мы закрываем влагу. Закрыли, ждем температуру. Раз за счет того, что земля не промерзла, у нас земля из-за того, что слой под камбуз югонь достает, зряк желана, быстрее нагревается. За счет этого кукурузу мы можем сеять пораньше.